Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Великая достопримечательность и священные реликвии. Речь идет, это султана Селима, Явуз Султан Селим. Это его меч, видите, он известный ятаган, он такой скошенный. Рамзан Кадыров посетил дворец Топкапы в Стамбуле. Искусство объединяет. Этот фестиваль является ярким примером того, как искусство может стать мостом, соединяющим народы и укрепляющим межрегиональные связи. В Грозном стартовал фестиваль народных театров «Федерация». Инспекция двух муниципальных районов республики. Чхватает поручение, что мы главное, что пауш, что он проверки еще, и что район, что он чахлое дошло. Как идут работы, смотрите в нашем выпуске. Глава региона вместе с соратниками побывал в Стамбуле. По его словам, делегацию встретили тепло и радушно. Им предоставилась возможность посетить музейный комплекс, посмотреть священные реликвии, связанные с жизнью пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует его сподвижников и других праведных людей. Визит был посвящен приближающемуся дню рождения лучшего из людей. С подробностями нас познакомит Турпал Али Тайсумов. Визит Рамзана Кадырова в Турцию прошел в столице исламской страны, в Стамбуле. Туда он прибыл по приглашению вместе с соратниками в преддверии дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который наступает 12 числа месяца Рабиуль-Авваль. Прием ему оказали радушный. Для начала политик побывал в знаменитом дворце Топкапы. Здесь находятся уникальные экспозиции священных реликвий. Глава фиксирует все на мобильный телефон. На память о увиденном экскурсовод подробно рассказал о каждом экспонате. Холодное оружие, шлемы, доспехи, трон разных правителей периода Османской империи завораживают. Это все ручная работа. Одно из трогательных мест – личная комната султана, известная как Хас-Ода. Печать, перстень в виде перстня, это шкатулка специальная. Меч идет, это султана Селима, Явуз Султан Селим. Это его меч, видите, он известный ятаган. Он такой скошенный. Кинжал идет тоже султана Селима. Его еще назвали желтым Селимом. Он светлый на волосы был, поэтому желтым Селимом называли. Известный, один из известных сыновей. Вот. Тоже идет законодателя султана Сулеймана. Меч идет, тоже и вот идут кинжалы. Его. Это пала, своего рода нож того времени, но он большой нож. Это пала называется, если из слоновой кости сделанный вот такой вот пояс. Босфорский мост привлекает не меньшее внимание. Главе раскрыли все секреты сооружения, возведенного в 70-е годы прошлого столетия. Он является первым путепроводом через одноименный пролив и при этом одним из трех. Первый мост в 1989 году был построен совместно с японцами. Вот, длина его 1,5 километра, идет от берега к берегу. В отличие от второго моста, у него есть сваи, на которые вот он опирается. Второй мост идет без сваи, третий мост тоже без сваи. Даже подвесные моста. Высота над водой идет примерно 69 метров по международным стандартам, чтобы могли практически все виды кораблей проплывать под ним. Ширина идет не так много, по 4 полотен в обе стороны, с двойным движением. Периодически перекрываются полотна на реставрацию и ремонт. Вот там Мраморное море, здесь туда в направлении через 30 километров Черное море начинается. Ширина пролива, самое узкое место 600 метров, там, где именно султан Фатих Султан Мехмед, завоеватель, поставил железную цепь. Для чего? Чтобы брать дань с тех кораблей, которые проплывали. И он собирал эту дань. Цепь поднимали, корабль уперся, не проплывает. Дань платит, опускает, проплывает. За год до завоевания Константинополем он построил в 1542 году крепость. Румели-Хисар называется.
Европейская часть, Румелия, если помните по истории, так назвали ее византийцы, поэтому назвали крепость Румелия. Есть и на анталийской части тоже крепость, которая называется Анадолу-Хисар, как мы называем Анатолия, азиатскую часть города. Мы сейчас на европейской части. Мы сейчас на европейской, прямо напротив у нас азиатская часть, азиатский континент начинается. Видим часть пролива, вот здесь дельта. 3 километра 300 метров идет дельта, вот здесь ширина, там, где соединяется пролив с Мраморным морем. Особую гордость вызывают священные реликвии пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Их представлено много. Среди них, к примеру, посох, отпечаток его ноги, мантия лучшего из людей и его личное оружие. А кроме того, здесь хранятся ключи от дверей знаменитой Каабы. Здесь круглосуточно читается Коран. Круглосуточно. Замок от Каабы. Вот. И специальный мешочек, который сохранялся. Вот он замок. Вот так вот. Периодически, когда меняются новые замки, старые сохраняются, идут на сохранение. Ключи. Опять же, замки, ключи вместе с мешочком. Один из ключей, который сохранился с тех времен, 17 век это. Тоже разные замки, вот, которые используются в Каабе, чтобы дверь закрывать. Это пророка Мусы, трость. Называется. Трость. Муса Пейгамбер. Пророк Муса. Накши Кадеми называется, тоже пророк. Это его след ноги. И тоже след ноги в виде отпечатков наверху. Пророка след. Святого Дауда меч идет. Мы его называем Дауд, многие Давид говорят. Дауд Пейгамбер. Вот здесь самая ценная святыня. Это личная комната самого султана. Сюда не каждый заходит, только один его приближенный человек. Bizler yani burayı Ramazan ayının ortasında salı günü açıyorlar sadece. Именно в Рамадан, посередине Рамадана, идет во вторник, открывается здесь. İnşallah sizi de davet edeceğiz, özel davetli olun. Дай Бог, пригласим вас. Osmanlı'dan beri böyle. Эта традиция еще с османских времен сохранилась. В Рамадан, посередине, во вторник. Görmek. Onu da bir özel ekip açıyor. Это специальная команда работает здесь, которая допускается до этих. Вот здесь сохранена именно верхняя одежда пророка Мухаммеда, вот, который находится вот в этой специальной шкатулке большой нашего пророка. Все эти оружия, вот, обувь. Башмак идет это басмаки. Басмаки шериф, то есть обувь святой, которая ступала его нога. Салаллаху вассалям, вот все то, что использовал. Пророк использовал слово, да? Да. Вот след пророка Мухаммеда. Вот из этой чаши пил воду пророк. Это тоже святыня, коробка Абдул-Хамида, а это чаша, с которой пророк пил. Пользуясь случаем, политик побывал на съемочной площадке популярного турецкого сериала «Основание Осман». Там его встретил продюсер исторической драмы Мехмет Боздак, создатель известного сериала «Эртугрул», «Воскресший» и актерский состав. Главу провели через павильоны под открытым небом. В ходе прогулки руководитель Чеченской Республики попробовал себя в роли кузнеца. Удары получились эффектными.
Стоит отметить, что турецкая сторона и сама посещала Чеченскую республику, особенно в период массовых мероприятий. С нашим субъектом, и в частности с Рамзаном Кадыровым, у них братские отношения. Визит политика по их приглашению – дань уважения этому. Вместе со съемочной группой руководитель субъекта посмотрел небольшое представление с использованием лошадей. Зрелище очень трогательно, жеребцы словно плывут. А еще для почетного гостя исполнили номер с чеченским национальным колоритом. Танец глава региона показал лично, чтобы принимающая сторона увидела все мастерство и тонкости исполнения. В качестве подарка руководителю нашего субъекта передали скакуна, а также меч и доспехи настоящего воина. Им уже много лет. В торжественной обстановке гостей ждал большой стол с яствами. Перед этим было прочитано дуа во имя милости и блага всем мусульманам от Всевышнего. Затем последовал душевный разговор. Kalbinizi açtınız bize. Oyuncu arkadaşlar hepimiz sizi bütün kalben çok seviyoruz. Allah razı olsun. Biz de sizi seviyoruz. Onun için bir an önce göstermeye başlayın diye. Siz kayboldunuz, sanki siz yoksunuz gibi sizi bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda geleceğiz başkanım. Tamam. Проводили Рамзана Кадырова с огромным почтением. Он поблагодарил турецких друзей за приглашение и искреннее гостеприимство, пожелав в следующий раз увидеть их уже в Грозном. Турпал Лолит Айсумов и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». 17 проектных постановлений было рассмотрено и принято в правительстве Чеченской Республики. Заседание возглавил первый заместитель председателя правительства региона Иса Тумхаджиев. Все законопроекты были приняты единогласно. В их числе постановление об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие семейных ферм и о признании утратившим силу некоторых актов правительства Чеченской Республики. Премия победителям и призерам регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», утверждение порядка организации проведения эвакуационных мероприятий на территории субъекта и многое другое. Руководитель секретариата главы Чеченской Республики Валид Эдилов посетил с инспекцией 2 горных района по итогам совещания главы региона, на котором были озвучены проблемные вопросы. Он побывал в селе Химой Шаройского и Лахова-Ранды Шатойского районов. Медина Мударова продолжит. В Шаройском муниципальном районе активно ведутся работы по исполнению поручений главы региона Рамзана Кадырова. Инспекцию провел руководитель секретариата главы Чеченской Республики Валид Эдилов. اشتباه خوشنا و نخچه چه مسئول معدان کشی کوی کوچ دان غدش غدا واصلش دیل رئیس علی خواه پاچان. В селении Химой Валид Эдилов ознакомился с ходом газификации. В настоящее время ведется прокладка газопровода протяженностью более 3 километров. Из 21 домовладения к 12 голубое топливо уже подведено. Все работы планируют завершить к концу сентября текущего года. В районе решается еще один проблемный вопрос – это ремонт библиотеки в селении Кинхи. Здание было ветхое, требовалась реконструкция. По поручению заместителя председателя правительства региона по социальному блоку Айшат Кадыровой работы начнутся в скором времени. И у нас был еще вопрос установка банкомата на территории районного центра. Он дальше приезжают туристы, где-то что-то там приобретают, безделушки. И обналичиться долуш проблем. Уже у нас договоренность, мы помещение предоставили. Установка будет уже, как по поручению главы республики, до 12 числа, да, уже ведется работа, подвод интернета, все, работы проведены, остается только вот едет и в дороге банкомат, когда едет, они, да, установят.
Инспекционная проверка прошла и в Шатойском районе. В селении Нижние Воронды строится новое здание сельской администрации. Сооружение обеспечит удобные и современные условия. Стоит отметить, что работы финансирует региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджикадырова. Рамзан Ахматович тут же дал команду, и, как вы видите, уже региональный общественный фонд имени первого президента Ваймехтан Аманос финансовой, материально полностью помощь администрации на 110 квадратных метров Юлиновой. В течение 2 месяцев мы ее сможем ввести в эксплуатацию. Решение проблемных вопросов в районах Чеченской Республики является приоритетным направлением для обеспечения комфортного и качественного уровня жизни населения. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В 8 районах республики прошли муниципальные выборы. В единый день голосования прошли все, кто имеет право голоса. Избиратели имели возможность голосовать традиционным способом, а также воспользоваться дистанционным электронным голосованием. По итогам выбора будет распределено 290 депутатских мандатов. О ходе голосования результата расскажет Мадина Нуцалчиева. В единый день голосования в Чеченской Республике в выборах приняли участие жители 23 муниципальных образований в 8 районах республики – Гудермесском, Итумкалинском, Курчалоевском, Натеричном, Наурском, Серноводском, Шалинском и Шелковском. С 8 утра под звучание гимнов свои двери для избирателей открыли 60 избирательных участков. Избиратели городского поселения при выборе представителей органов первого созыва, помимо привычного голосования на бумажном бюллетене, смогли отдать свой голос дистанционно. Заявления для участия в дистанционном электронном голосовании принимались с 24 июля по 4 сентября. На данных выборах у нас есть дистанционное голосование, где у нас проголосовало 286 человек. Избиратели через госуслуги регистрирует, подает заявление. На данный момент у нас 2406 избирателей. Досрочно проголосовали 10 человек. Ибрагим Велиев, директор Ойсхаровской средней школы номер 1. Он был выдвинут как кандидат в депутаты. Мужчина занимается общественными работами, старается быть максимально полезным для общества. Много лет идет на пути первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджикадырова. Та работа, которая возлагается на депутата городского совета депутатов, она вот такая достаточно в своих рамках будет расширена. Я считаю, что я в достаточной степени готов оправдать то доверие, которое на меня возложено нашими избирателями, то есть жителями нашего городского поселения. Выборы в Ойсхаре проходили по пропорциональной избирательной системе 20 мандатов. В голосовании приняли участие 12 479 избирателей. По итогам голосования мандаты распределились следующим образом. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 16 мандатов, Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» 2 мандата, Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 2 мандата. Мадина Нуцалчиева, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном стартовал Всероссийский фестиваль национальных театров Федерации. В сердце Чеченской Республики собрались театральные коллективы со всех уголков нашей страны, чтобы поделиться своим искусством и культурой. Этот фестиваль является ярким примером того, как искусство может стать мостом, соединяющим народы и укрепляющим межрегиональные связи. Подробности фестиваля в сюжете Рамзана Абуева. Церемония открытия юбилейного Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация» стартовала с зажигательной лезгинки. С приветственным словом выступил министр культуры Иса Ибрагимов. Этот фестиваль является ярким примером того, как искусство может стать мостом, соединяющим народы и укрепляющим межрегиональные связи. Мы видим, как Федерация превращает Грозный в один из крупнейших театральных центров России. Сегодняшнее событие также является данью памяти первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджикадырову Давазу Побудойцу, который считал культуру живым сердцем нации. Он верил, что сохранение культурного наследия – это священный долг каждого, который укрепляет дух и единство народа. И ныне глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров делает все возможное для поддержания и развития культуры.
Россия всегда славилась братскими отношениями между народами, и именно культура является тем главным связующим звеном, которое объединяет людей, подчеркнул Ахмед Дудаев, помощник главы, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Текущий год главой республики Рамзаном Ахматовичем объявлен годом истории. И вот сегодняшнее мероприятие в контексте данной инициативы имеет огромное значение. Мы помним, любим, уважаем наших национальных исторических героев, таких как Хампаша Нурадилов и других личностей. Эти мероприятия, они способствуют недопущению реконструкции, деформации нашей истории, что тоже имеет огромное значение в наше время. Друзья, хочу поблагодарить всех представителей национальных театров. Ваше творчество, оно призвано налаживать горизонтальные контакты со всеми национальностями, со всеми народами и конфессиями. Это имеет большое значение перед сегодняшними вызовами и угрозами, которые стоят перед нашей страной. Председатель художественного совета фестиваля Александр Галибин и программный директор Марина Корчак отметили, театр – это одухотворенный процесс взаимодействия людей. В своем видеообращении Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России, поздравил всех с этим значимым событием в культурной жизни страны. С радостью приветствую вас на этом уникальном событии, которое объединяет представителей национальных театров со всей нашей великой Родины. Чеченская республика занимает особое место в России в развитии культуры и искусства. Здесь многое делается для развития театра, укрепления творческих связей с культурным пространством всей нашей огромной страны. Уверен, что фестиваль удивит зрителя своим многообразием. Участники из разных уголков России продемонстрировали национальные песни и танцы, создав настоящий праздник под открытым небом в самом центре столицы. По традиции был исполнен и гимн фестиваля. Организаторами выступают Министерство культуры и Союз театральных деятелей России при поддержке регионального правительства. На протяжении 7 дней фестиваля зрители смогут увидеть 13 спектаклей. Фестиваль национальных театров. Федерация объявляю открытым! Спектакли были отобраны экспертным советом фестиваля, предоставляя уникальную возможность ознакомиться с национальной драматургией народов России и соседних стран, насладиться яркими интерпретациями мировой и русской классики. Национальный фестиваль «Федерация» – это для нас, всех национальных театров, это развитие. Мы здесь получаем такой опыт, где мы делимся своим опытом, где делятся с нами наши коллеги, где мы общаемся очень близко, где мы дружимся больше, еще сильнее, как говорится, да, и потом уже в дальнейшем рождаются между нами еще некие какие-то определенные проекты. Первый раз участвуем в фестивале «Федерация», и мы ожидаем, что найдем здесь много друзей, мы пообщаемся со своими коллегами, посмотрим спектакли режиссеров, которых мы давно знаем, игру актеров. И много мы наберем опыта. Культурно-образовательная программа фестиваля включает мастер-классы, лабораторию для режиссеров, круглые столы, творческие встречи и дебаты. Фестиваль – это всегда праздник. Фестиваль всегда объединяет, сподвигает людей на сотрудничество, на дружеские взаимоотношения. Это всегда хорошо, это всегда добро, это всегда перспектива, это всегда какие-то проекты, которые ждут нас. Ну, собственно говоря, это то, чем мы живем и любим. Фестиваль открыла постановка «Найти ковчег», созданная по пьесе известного чеченского драматурга Мусы Ахмадова. Эта история повествует о ветеранах афганской войны, которых судьба разбросала по разным уголкам мира. В наше непростое время главный герой решает собрать своих бывших сослуживцев в горах республики. Спектакль подчеркивает важность дружбы и верности, сохранившихся даже спустя годы, когда пройден сложный путь. Постановка идет на чеченском языке с синхронным переводом на русский. Первый раз, наверное, я смотрю
спектакль с наушником. Боялась, что это будет мешать. Это не мешает. Очень хорошо это отрегулировано. Мне легко воспринимать. Хороший спектакль, особенно сейчас, в такое время. Он о дружбе бывших военных. Афганистан – это сложные годы нашего государства. Прекрасный спектакль, прекрасные актеры. Я очень рада, что я сегодня попала на этот спектакль. Артист чувак, идите лаять, что дик артист чувак, вай массу дозалду, вай кома актера халятел тема, что дик темер таган лерчдина. Вообще барт машер Кавказя, барт цаба. После завершения спектакля зал наполнился атмосферой волнения и восторга, а долго продолжающиеся аплодисменты перешли в овации, переплетая в себе восхищение и глубокую благодарность зрителей. Театр – уникальное искусство, которое погружает в различные миры и дарит сильные эмоции, побуждая размышлять о важном. Он объединяет литературу, музыку, хореографию, актерское мастерство, создавая произведения, которые способны затронуть все фибры души. Для всех ценителей театрального искусства ожидается продолжение программы в Чеченском драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова. Спектакли национальных коллективов, принимающих участие в фестивале, подарит неповторимую возможность погрузиться в многообразие и уникальность культур народов нашей страны, позволяя зрителям не только увидеть, но и почувствовать глубину их традиций и самобытности. Хамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская республика. Пресс-конференция, посвященная 5-му Всероссийскому фестивалю национальных театров, прошла в стенах библиотеки имени Абузара Айдамирова. На встрече собрались члены художественного совета и руководитель фестиваля, директор Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Хава Ахмадова. Они ответили на вопросы, касающиеся театрального искусства, рассказали о развитии его приоритетного направления в рамках фестиваля, значении для пропаганды чеченской культуры, сохранения традиций, продвижения культурного туризма, укрепления межрегиональных связей и многое другое. За 7 дней зрители увидят 13 постановок, которые отобрал экспертный совет. Программа фестиваля включает творческие и образовательные мероприятия. Приезжают в Москву, Москва едет в регионы, едет не только в регионы, едет в республики, бывшие республики Советского Союза. И, в общем, происходит такой обмен, очень важный обмен по кольцу, вот, о котором я говорил много-много лет назад. И это очевидно, потому что если посмотреть на репертуарную политику, скажем, Союза театральных деятелей, то мы увидим, что, наверное, нет ни одного уголка страны, она огромная, да, где бы ни побывали московские театры, и по возможности не приезжали театры в Москву из других регионов. В Грозном прошла всероссийская спартакиада среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья. Участники продемонстрировали свои способности по 4 направлениям. В ней принимали участие молодые люди с разных уголков страны. Об этапах соревнований и награждения в сюжете Марины Бестаевой. 22! 23! Веронике 17 лет. После неудачной операции, проведенной в младенчестве, ей приходится перемещаться в коляске. Сегодня она является участницей от Кировской области во всероссийской спартакиаде по дисциплинам спорта среди учащихся учебных заведений с поражением опорно-двигательного аппарата. Меня дядя Вова принял к себе, и я стала вместе с ним много тренироваться. Мне хоть и тяжело было, но я справлялась с этим. Сначала гантельки, потом штучку вот эту, которую мне принесли. Потом началась штанги, потом подтягивание. И потом вот дарс, теннис, бадминтон. Все это тебе дается легко? Во всех видах ты побеждаешь? Ну, почти все, но где-то немножко не получается, но я не обижаюсь. Потому что не всегда можно первое место получить, потому что со мной другие соревнуются.
Вероника учится в 11 классе. С раннего детства она занимается спортом. Энтузиазму и энергичности девушки может позавидовать любой здоровый человек. А с раннего детства направляет и поддерживает ее тренер. Егорова Вероника, рекордсменка мира по жиму штанги лежа, половинку своего веса на количество повторений 210 раз. Больше никто не поднимает. Черепанов Влад. В 2019 году нам было всего 8 лет. Мы подняли половинку своего веса 701 раз. Этот результат был занесен в книгу рекордов Гиннесса. Но учитывая вот это сейчас все эти ситуации, значит, и нам отказались его регистрировать. И буквально год назад мировое сообщество признало официально Влада Черепанова рекордсменом мира для детей до 18 лет. Владимир Решетников – тренер с богатым опытом и стажем. Он учит детей не падать духом в любой ситуации и побеждать. Вместе с ребятами он всегда ездит на все соревнования. Мы только что приехали из Уфы. Там проходила летняя спартакиада. Детишки также собирались. И вот они вдвоем у меня привезли 6 медалей. В этом году на соревнования приехали с 13 регионов нашей большой страны, 14-й Чеченская республика. На официальном открытии присутствовали представители Министерства спорта Чеченской республики и Российской Федерации. Так, в частности, с напутственными словами и пожеланиями выступили заместитель начальника отдела развития адаптивной физической культуры и спорта Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Виктор Червяков и заместитель министра Чеченской республики по физической культуре и спорту Хусейн Абдулкаримов и другие должностные лица и гости. Ребята, вы большие молодцы, что занимаетесь спортом, молодцы, что приехали на эти соревнования. И также хочу сказать, знаете, вот эти соревнования, Паралимпийский комитет и Федерация года, за что им особо благодарны за проведение таких мероприятий, проводят их не только для того, чтобы определить самых лучших, а для того, чтобы вы общались, дружились. И каждый раз, возвращаясь домой, в ваши социальные сети, в ваших социальных сетях появились новые друзья. От имени министра спорта Чеченской республики Ахмада Рамзановича Кадырова, от себя лично, я с большой радостью приветствую вас в городе Грозный Чеченской республики. Пусть эти соревнования станут для вас неким трамплином для будущих достижений не только в спорте, но и в жизни. Желаю всем спортсменам удачи, честных соревнований и, конечно же, положительных эмоций и впечатлений. Добрый путь! Соревнования проходят по 4 направлениям – пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс и спортивное ориентирование. Спортсмены могут принимать участие в неограниченном количестве видов программы. Состязания спартакиады проводятся в соответствии с правилами вида спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, утвержденным Минспортом России. Это мероприятие у нас проводится уже 2-й год подряд, потому что в прошлом году мероприятие, которое у нас было, мы провели, соответственно, на высшем уровне, как и любое мероприятие, которое проходит у нас в республике. Сегодня здесь участвуют около 100 спортсменов из 14 регионов нашей страны. Эти люди, которые обладают колоссальной верой в себя, они показывают силу воли, которая у них есть, дух, который они показывают. Мы только рады проводить любого рода мероприятия. Благодаря, опять-таки, главе нашей республики, благодаря министру спорта Ахмаду Рамзановичу, у нас есть все условия проводить любого масштаба такие мероприятия. Соревнования по пауэрлифтингу считаются паралимпийским видом спорта. Они проводятся раздельно среди юношей и девушек в абсолютном зачете. Победителем становится спортсмен, показавший наилучший результат по итогам 3 попыток. Определение победителя производится по системе расчета коэффициента взятого веса и собственного веса спортсмена. Подопечный Владимира Владислав Черепанов осилил вес больше собственного на 15 килограммов. Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты должны пройти неизвестную им дистанцию через контрольные пункты, расположенные на местности. Результаты определяются по времени прохождения расстояния в определенных случаях с учетом штрафного времени или по количеству набранных очков. Видишь, на некоторых конусах есть фишки. Каждый свое название. А, Б, С, Д, Е и вот там вот F за камерой. Такие мероприятия нацелены на популяризацию спорта для детей с ограниченными возможностями, повышение уровня физического развития, укрепление связей между спортивными организациями инвалидов и формирование здорового образа жизни. По итогам спартакиады вручили ценные призы и подарки. Марина Бестаева, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика.
К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.